Салам алейкум, хурметли милләттәштәр, хаумалы дуттар. Сегодня я хотел бы обратиться к тем людям, кто имел отношение, какое-либо отношение к организации Башкорт. Вчера последнему подсудимому по Кармаскалинскому делу Марату Шарафуддинову дали срок 9 лет колонии. Все, кто смотрел или кто следил за Кармаскалинским делом, те знают, что трое других подсудимых, которых судили раньше, им всем дали срока условные. Почему? Потому что у них их вообще не за что было судить. Но так как наша система не умеет прощать и не умеет, скажем так, оправдывать, да, подсудимых каких-либо, поэтому она, если там не за что зацепиться, она просто дает условные сроки, штрафы, но обязательно делает виновным человека. Так вот, здесь тоже не за что было судить по Кармаскалинскому делу. Ребята ничего не сделали. Именно поэтому их осудили приготовление к хулиганству. Это была первая судебная практика в России по такому делу, когда людей осудили. Именно поэтому, чтобы им дать реальные сроки, а силовики именно этого добивались, именно этого хотели, именно посадить на реальные сроки. Именно поэтому все четверо сидели в тюрьмах сперва. Им подкидывали оружие, чтобы усилить уголовное дело. Но так как это было сделано настолько грубо, вот это подкидывание оружия, что оно очень быстро отлетело. Адвокаты молодцы, грамотно все сработали, и оружие оно просто отлетело. Ну правильно, потому что там у одного то старый обрез нашли, там, то у другого банку пороха там из-под кровати достали. Ну явно, и никаких следов там не было того, что это, никаких доказательств, что это оружие принадлежало этим ребятам. Поэтому оружие очень быстро отлетело. Именно поэтому им всем дали условные сроки. Хотя, конечно же, их вообще не за что было судить. Они ничего не сделали. И ничего не собирались делать. Но, так как я еще раз говорю, наш режим, российский режим, не умеет делать оправдательные приговоры, давать оправдательные приговоры, оправдывать людей. Поэтому они осудили по тому минимуму, который возможно было осудить. Условные сроки. Но Марат Шарафуддинов получил 9 лет реального срока. Почему? Хоть у него точно то же самое было. Даже мало того, он в том Кармаскалинском событии он не участвовал. Его вообще не было в Республике Башкортостан. Он был на севере. А здесь он получил 9 лет срока. Почему? Потому что у него была другая еще статья, дополнительная. Его осудили по 282 точка 2, часть 1 УК Российской Федерации. Организации деятельности экстремистской организации. Следствие, согласно материалам дела, основной акцент сделало на принадлежность обвиняемого к запрещенной в России и объявленной экстремистской национальной организации Башкорт. Вот. Именно поэтому ему дали такой срок. Именно по этой же статье судили Лилию Чанышеву. А в дальнейшем начали судить и других членов штаба Навального Уфы. Рустема Мулюкова осудили и посадили. И мы знаем, вот буквально недавно его только освободили из-за состояния здоровья. А так бы он сидел бы до конца. Именно по этой статье сейчас сидит под следствием Ольга Комлева. И ей тоже дадут срок. Не дай бог, конечно, но дадут. В этой системе по-другому никак. Точно не оправдают. И что сейчас в итоге? В итоге то, что мы знаем, что сейчас идет громкое дело в Республике Башкортостан, баймакское дело. И там у всех обвиняемых, а там больше 80 человек сидит, у всех обвиняемых в деле фигурирует организация Башкорт. А тем ребятам, которым вменили организацию массовых беспорядков, а там и что-то около 5 или 6 человек уже, им всем специально, скажем так, добавляют такую маркировку, что эти люди были членами организации Башкорт. Всем.
Это к чему? К чему это делается? Это делается для того, что в будущем, когда их начнут судить, вот это обвинение скажет, что все эти баймакские события организовала организация Башкорт. То есть она после запрета своей деятельности, после признания экстремистской организации, она продолжала деятельность на территории Республики Башкортостан, занималась общественно-политической деятельностью и организовала вот эти события в городе Баймак 17 января 2024 года. И получается, что всем этим ребятам, кому уже вменили организацию массовых беспорядков, которые и так большие сроки, в принципе, предусматривает, им еще добавят участие в организации Башкорт. А в дальнейшем перейдут по тем, кто так или иначе принимал участие в организации Башкорт раньше. Кто был активным участником организации Башкорт. До всех доберутся. Надо понимать, что этому режиму не нужны люди, которые имеют какую-либо популярность, авторитет в башкирском народе, вообще среди простого народа. А в организации Башкорт были именно такие люди. Это были люди дела, люди, которые умели красиво, правильно говорить, обозначать проблемы, убеждать людей. Там были люди дела. И именно поэтому организация Башкорт прославилась своими многочисленными акциями, мероприятиями, не только протестными, но она очень много делала спортивным, культурным, массовых мероприятий, защищала экологию. Именно поэтому она была такой популярной и пользовалась поддержкой населения. А она стала такой только потому, что там были люди дела. Люди, которые умели все делать правильно, умели убеждать людей, увлекали за собой людей, пользовались авторитетом и популярностью. Там были лидеры в организации Башкорт. И сегодня режиму такие люди не нужны. И без разницы, что вы сейчас не участвуете в общественно-политической деятельности Республики Башкортостан, не ходите на какие-то там сходы, не выступаете нигде, не пишете никакие статьи. Это не волнует никого. Факт в том, что вы есть, а этот режим, он боится любых потрясений. И они прекрасно понимают, что в любые моменты потрясения они слабые. И что вот такие люди, как люди дела, которые имеют авторитет и популярность в народе, они могут перехватить власть. Они могут что-то сделать такое против режима. Они этого боятся. Именно поэтому они страхуются заранее. Они будут сажать всех, кто не с властью, кто имеет свое личное мнение, кто пользуется авторитетом и популярностью. Таких будут сажать. Поэтому мой совет, я настоятельно рекомендую и советую всем тем людям, которые были в организации Башкорт, которые имели отношение к организации Башкорт, которые в ней участвовали и занимали какие-либо руководящие посты или должности, я рекомендую всем уезжать. Пока еще открыты границы, пока еще можно покинуть страну, уехать, пусть на время, но можно и уехать и быть на свободе одновременно. Либо с семьями уехать, либо уехать одним, но помогать семьям уже. У вас будет возможность зарабатывать деньги за границей и помогать своим семьям. Сидя в тюрьме, вы ничем не сможете помочь своим семьям. Мало того, наоборот, семьи ваши будут искать деньги, чтобы вам передавать передачки, оплачивать адвоката, ездить к вам на свиданки, за дорогу платить и так далее, и так далее. Это большие деньги. И сегодня баймакские семьи, они прекрасно понимают, насколько это тяжело. Я настоятельно рекомендую уезжать. От того, что вас посадят на 9 лет, на 7 лет, на 5 лет, это большие сроки. И не факт, что вы после этих сроков еще выйдете. Этот режим, мы знаем, что он очень жестокий. Он может всех собрать зэков и отправить на войну в Украину, где можно просто умереть в мясном штурме. Вам это надо? Не легче ли пересидеть все это смутное время, вот это тяжелое время где-нибудь за границей?
Я еще раз говорю, настоятельно рекомендую. Организация Башкорт, первый человек по организации Башкорт посадили. Сейчас по нему, то есть началась судебная практика, теперь есть судебная практика по этому делу. Людей начнут сажать. Уже организация Башкорт фигурирует в баймакском деле. То есть там добавятся сроки. Скорее всего. Я не хочу этого, конечно же, и не, но скорее всего так будет. Я об этом несколько раз говорил и писал, о том, что бывших членов организации Башкорт, активистов, начнут сажать рано или поздно, начнут преследовать. После этого СМИ, а именно Идель Реали, выпустила несколько статей о том, что против организации Башкорт готовится большое дело. И все, вот мы сейчас видим, вчера осудили первого человека за принадлежность к организации Башкорт. И дали ему не маленький срок, дали ему 9 лет. Это огромный срок. То есть, все, ворота открылись для продолжения уголовных дел, для продолжения преследования. Еще раз повторяю, уезжайте, пока не поздно. Это, конечно, ваша судьба, вам самим решать, что вам делать с вашей жизнью. Но подумайте хорошенько, поразмыслив, взвесьте все за и против. На кону ваша жизнь, жизнь ваших родных и близких. Нормальная жизнь, спокойная жизнь. Или вот такая беспокойная жизнь в тюрьмах и так далее. Я надеюсь, что вы сделаете правильный выбор. На этом все. Передайте всем, кто смотрит это видео, всем своим знакомым.